Основная причина слабости имана человека – это отдаление от книги Аллаха и сунны его пророка, мир ему и благословение. Это первое, что убивает вас. Ежесекундно, если вы отдаляетесь от Корана Аллаха, то есть если вы не читаете его, не размышляете над его смыслами, не учите его, не пытаетесь внедрить его в свою жизнь, тогда вы не должны удивляться тому, почему ваш иман слаб. Потому что у вас нет привязанности к Аллаху. Итак, книга Аллаха Всемогущего – это наиболее важная вещь. Она первая причина. Я не могу передать всю важность этого, но если вы не берете Коран хотя бы один раз в день, с утра или вечером, или в любое другое время, или хотя бы не пытаетесь полистать и понять его, тогда вы потеряете эту прочную связь с Аллахом. Вы потеряете ее, если вы будете даже читать его просто на арабском. Маша Аллах, пусть Аллах наградит вас за каждую прочитанную вами букву, но если вы не понимаете его, что вы будете делать? Вы даже не понимаете, что Аллах говорит вам. Вы говорите что-то, что Аллах приказывает вам, но вы даже не понимаете этого. Это как сидеть здесь и говорить на языке, что я придумал. Вы не получаете пользу от него, а я не понимаю, что я говорю. И так никто от этого не получит пользы. Вы должны извлекать пользу от книги Аллаха через ее чтение и понимание. Вы будете получать награду через ее чтение. Извините, вы будете получать пользу через ее понимание. Аллах сказал в суре «Развлечения». Кто-нибудь знает первый аят суры «Развлечения»? Кто-нибудь знает? И это все? Благословен тот, кто не спаслал своему рабу книгу ради какой причины? Чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров. Не просто для того, чтобы он читал ее для людей. Ее послали для людей как предостережение. Предостережение. Первые аяты, которые были ниспосланы пророку, мир ему и благословение, после «Читай во имя твоего Господа» были «Встань и увещевай обо мне». Коран должен предупреждать нас, увещевать нас. Он должен воодушевлять нас. И мы не должны удивляться, почему мусульмане так ослушаются Аллаха. Как по мне, решение очень простое. Аиша, да будет доволен ею Аллах, очень хорошо описала этот момент, когда рассказала, как был ниспослан Коран. И мы потеряли это понимание. Она говорит, если бы первыми неспосылаемыми аятами были бы аяты, касаемые харама и халяля, тогда все бы оставили религию Аллаха, и каждый бы выбросил это, сказав, «Ты чё, мужик?» Если бы первыми откровениями были бы запрет на алкоголь, прелюбодеяние, или запрет на азартные игры, или вещи, подобные этим, они сказали бы, «А ни за что, мужик, у нас нет времени на этот абсурд». Она же говорит, что первые ниспосланные аяты касались рая и ада, из-за чего их сердца так привязались к Аллаху. Их сердца до того привязались к Аллаху. И что бы Аллах ни спаслал после этого, они отвечали, «Мы слушаемся и повинуемся». Если сердце не привязано к Аллаху, мы не должны удивляться тому, почему люди настолько не повинуются Аллаху, потому что они не боятся ничего, их не заботит ничего из того, что Аллах дает им, ни из дуньи, и они даже не понимают об ахирате, и не боятся этого.